людям дайте ответ, да или нет. Пора дать людям ответ. Такое заявление сделал глава Ингушетии на совещании в Магасе. Главная тема встречи – жилищное обустройство вынужденных переселенцев. Это очень большое подспорье, особенно молодым родителям, которым на сегодняшний день приходится возить детей в садики в седах города Малгобека. Согласно национальному проекту «Демография. Качественно и в срок». Первый детский сад на 220 мест строится в селении Инарки. Конечно, надо их закрыть, чтобы детям было безопасно, в школу ходить, приходить. По улицам Магаса с риском для жизни или высокое напряжение в свободном доступе. Жители столицы жалуются на открытые трансформаторы. Вакцинировать птицу обязательно, потому что эта болезнь наносит большой ущерб. Своевременная вакцинация и профилактика спасут даже от псевдочумы. Фермерам на заметку. Совет от ветеринаров в выпуске. Я дарю в дар ихнему музею эту книгу. Летопись истории рода Кокурхоевых. Выставка открылась в Музее краеведения. Расскажем об исторических фактах тейпа и представленных документах. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Пора дать людям ответ. Такое заявление сделал глава региона Махмуд Али Калиматов в ходе совещания в Магасе. На встрече речь зашла о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев. Многие беженцы не получили жилья, проблема тянется годами, но в ее разрешении необходимо тщательно разобраться. По словам Руслана Волкова, руководителя регионального Миннаца, основной объем обращений граждан, утративших жилье в результате разрешения кризиса в Чечне, связаны с отказом в оказании господдержки ввиду приостановления статуса вынужденных переселенцев. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Сейчас в республике в числе нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей. В их числе 451 семья, получившая в соответствии с постановлением правительства России от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тысяч рублей. По словам главы региона, в данный момент федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца данной категории граждан, что ограничивает возможности решения проблемы. Махмуд Али Калиматов поручил Миннацу 1 марта представить полный перечень предложений по урегулированию препятствий, возникающих на пути помощи нуждающимся гражданам. Люди, 177 квартир построенных, да? Да, не построены. И они не могут их получить, потому что какой-то чиновник, вот он до Нового года проект какой-то нормативный акт готовит. Им сколько ждать еще, этим людям? Если 40 тысяч, 60 или 120 получили люди, и им не продлевают статус вынужденного переселенца. Я так правильно понимаю, да? Да. Не продлевают им. Значит, для этого нет законных оснований. Обратиться в наш парламент. У них есть законодательная инициатива, они имеют право на это. Не надо ждать. Парламент у нас вот сбоку. Идите к председателю парламента, сформулируйте. У них юротдел есть. Сформулируйте, какая инициатива должна быть идти в Государственную Думу. Ну, людям дайте ответ, да или нет. Доложить сроки установить. Но прекратите людей мучить. Сколько лет это тянется? Посмотрите, что говорит президент на послании. Здоровье нации, дети. А вы посмотрите, сколько там детей. Я не посмотрю на ваши чины и должности. Вы мне вот это вот, я сейчас посмотрю, я сейчас найду, не надо говорить. Четко знайте предмет совещания. И четко дайте ответ до 1 марта мне. Результатами, конкретными. Формулируйте все нормативные документы, депутатский корпус привлекаете. От меня указание прямое. Заняться этим вопросом и мне решить его или положить расклад такой, почему нельзя в этой части что-то сделать. Но то, что мы обязаны и можем, мы должны сделать. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что к началу весны ждет от всех ответственных лиц четкой картины. Что сделано за это время, какие проверки проведены. Это живые люди. Они каждый день и утро просыпаются, и у них нет жилья. Если вы об этом не будете думать,
А для кого работаем-то? Для кого? Пока мы не ответим на все их вопросы, и пока люди заслуживают, которым положено, не получат жилье, спокойно жить я вам не дам. Надо выслушивать людей. Людям надо идти навстречу. Поможете хоть одной семье, 3 семьям, 1 ребенку, 1 матери детей. Вы уже сделаете много перед Всевышним и перед людьми. И свои должности обязаны выполнить. Но поэтапно, пошагово надо идти. Может быть, сразу вот не получится, но вот что возможно. Если под сомнение в этих списках люди, какие люди, если есть, сведения министерство вам подает. В действительности, если человек ненадлежащий собрал документы, мягко скажем, лукавит с этими документами, это одно. А люди, которые доведены до истощения, значит, давайте-ка в первую очередь разберитесь со списками. А отдельные личности, которые хотят наживиться на беде, с них надо спросить. И не говорите мне, что нельзя порядок навести. Вот министр, он ответственный человек. И не будет никаких ни по блату, ни другой очереди, ни там дядя пришел, ни там начальник позвонил, еще что-нибудь. В завершении встречи руководитель региона еще раз призвал всех собравшихся приложить максимум усилий, чтобы люди получили четкий ответ, имеют ли они право на получение жилья или нет. И если имеют, то семьи по мере возможности должны быть переселены в новые квартиры. Хадис Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно распорядился президент России Владимир Путин. Причем уже с 1 января 2020 года. Нужно дождаться только принятия федерального закона. Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают 1 прожиточного минимума на человека. То есть, если в семье 5 человек, включая детей, то нужно в расчет брать 5 прожиточных минимумов. Выплаты с 1 января 2020 года составят в среднем 5500 рублей, а с 1 января 2021 года 11 тысяч рублей. Для выплаты пособия нужно будет получить в бухгалтерии специальную справку о заработке. Национальный проект «Демография в действии». В рамках его реализации в Ингушетии до конца текущего года будет создано около 2000 новых мест в детских садах. 220 из них обеспечат для маленьких жителей селения Инарки. Первое дошкольное учреждение возводится согласно графику. Сейчас рабочие заняты возведением стен. О качестве и темпах строительства Зелимхан Калоев. Здание приобретает вид будущего детского сада. Фундамент и другие монолитные работы были сделаны в кратчайшие сроки. Строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест, ведется в рамках нацпроекта «Демография» по всем современным строительным нормам. Рабочие трудятся с минимальными перерывами, ведь в зимнее время самое главное – завершить все уровни, чтобы вода не попадала в здание. 2 этажа уже почти завершены. Впереди крыша и другие работы. Первый этаж, кладка полностью завершена. Внутренние перегородки и наружные стены. На втором блоке первый этаж завершенный по бетонным работам, второй сейчас ставится опалубка. На первом этаже процентов 60 кладочные работы тоже завершены. В новом садике для самых маленьких будет все необходимое. Просторные комнаты и спальни, игровые площадки, столовая, раздевалки, санузел. Адам Картоев живет в селении Инарки всю жизнь. Сам в садик не ходил, не было возможности. Ближайшие дошкольные учреждения находятся в Малгобеке. Я своих 2 детей вожу в садик в город. Сейчас старший уже в школу переходит, а девочке еще 2 года ходить. Строители обещают сдать садик через год. Для нас это огромный подарок. Мы часто ездим сюда смотреть. Вопрос дошкольного образования, в частности ясли, поднял в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, отметив, что для молодой семьи очень важно устроить ребенка в ясли. Но сейчас это для многих является невозможным. Так, в рамках политики поддержки семьи было принято решение о создании 225 тысяч дополнительных мест в яслях. Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. Создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за 3 года на эти цели должно быть направлено 147
миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, еще мы с вами предложим, все это должно происходить без дополнительных заявлений. Первому в истории селения Инарки детскому саду обрадовались все без исключения, ведь дошкольное образование – хорошее подспорье для будущих школьников. А новые рабочие места смогут обеспечить работой местных жителей. У меня ребенок ходит в городе садик, нам трудно бывает его возить туда. К тому же у меня у самой дошкольное образование, я надеюсь, что я смогу туда устроиться. То, что будут там рабочие места. Мы очень рады, что у нас строится садик. Давно хотели, просили все, говорили об этом. Это была очень актуальная такая тема, проблема сегодняшнего дня нашего села. Конечно, это очень большое подспорье, особенно молодым родителям, которым на сегодняшний день приходится возить детей в садики в седах города Малгобека. Несмотря на хорошие темпы, работы еще много. Ландшафт территории, на которой возводится объект, непростой. Полностью за вторым блоком полностью надо мне срезку сделать 2 метра земли, перенести сюда, вниз. Вот это все забивается, вот по стене она будет где-то сантиметров 30 от верха стены, 40. Вниз полностью забивается землей, чтобы сделать здесь площадки игровые. Объект ведут в эксплуатацию уже в этом году. Детский сад в селении Инарки станет настоящим подарком прежде всего для родителей. Зелимхан Калоев, Идрис Ижиев, Магомед Дидигов. Новости 24. Сегодня герою России Ахмеду Катиеву исполнилось бы 60 лет. Но вот уже 7 лет, как его нет с нами. Он умел расположить человека так, что ему хотели доверить самое важное, иногда и свое будущее, как это сделали более 60 теперь уже бывших участников банд подполья. Секретарь Совета безопасности Ингушетии умело сочетал гуманность, принципиальность, мог быть и был категоричным во многих служебных вопросах. Этим и заработал авторитет среди коллег и народа. Нападение на Катиева было совершено 27 августа 2013 года по пути на работу. За героизм и мужество в сентябре 2013 года указом президента Ахмеду Катиеву присвоено звание Героя России посмертно. Осторожно, под напряжением. Жители Магаса бьют тревогу. Повод для волнений: в одном из столичных микрорайонов стали открытые трансформаторы. Закрытых ящиков здесь не было и в помине. Кто виновен в нарушении? Упущение МРСК, местных властей или же безответственные подрядчики? Диана Дударова попыталась распутать клубок жизненно опасной проблемы. Вдоль тропинки по улице Мальсагова можно встретить не только разнообразие деревьев, но и трансформаторов, которые не только не радуют глаз, но и настораживают местных жителей. Ведь некоторые из них не огорожены и не отвечают правилам безопасности. Конечно, надо их закрыть, чтобы детям было безопасно, в школу ходить, приходить. Хотя переживают, да, каждый родитель, да, муалищи, берешь, Все трансформаторы, находящиеся здесь, являются собственностью подрядчика. При сдаче объекта все временные ТС, например, как этот, необходимо было демонтировать, а постоянные подстанции установить в ящике закрытого типа. Справа, который от нас стоит, этот трансформатор отключен и не запитан к электропередаче. Там шлейфы сняты, он уже не работает. А прямо перед нами, который стоит закрытыми ЗТП, он действующий трансформатор, который питает вот этот дом. По распоряжению мэрии города учреждения электросети Магаса за свой счет закрыли трансформаторы по улице Кулиева и проспекту Зязикова. Однако те, что не переданы на баланс администрации, остаются бесхозными. Как отмечает местная администрация, трансформаторные подстанции должны передаваться подрядчикам на обслуживание в готовом виде. Демонтировать мы не можем, потому что у этого трансформатора есть собственник. Это собственник-подрядчик, который строил этот дом, это его собственность. Мы подойти и просто так от себя срезать, унести ее не можем, потому что они могут на нас в любое время пожаловаться. Единственное, что мы можем, дать им предписание
в сроки, определенные сроки, чтобы они демонтировали и забрали свой трансформатор. Потому что так как строительство уже закончено на этом участке. А эта временная схема электроснабжения подает электроэнергию в дом номер 63 по улице Мальсагова. Была установлена подрядчиком еще во время строительства. Согласно закону, еще до сдачи объекта этот трансформатор необходимо было демонтировать, а на его месте установить трансформатор закрытого типа. Признаются, во время строительства дома он еще был огорожен, однако с момента сдачи объекта, а это уже 2 года, стоит в открытом доступе. С просьбой закрыть вопрос к подрядчику Адаму Картоеву местные власти обращались неоднократно. Только кроме обещаний никаких действий он пока еще не предпринял. Здесь же на месте попытались связаться с застройщиком. Телефонные гудки тоже остались без ответа. А часто не отвечают. Вас приветствует автоответчик. Звонки? Сообщение после Часто. звукового. Почти периодически. Не отвечают. Не отвечает. Игнорирует правила безопасности и обращения властей не только этот подрядчик. Каждый год сотрудники электросети МАГАСа отправляют застройщикам письма о необходимости установить трансформаторные подстанции в ящики закрытого типа. Жители некоторых районов МАГАСа часто жалуются на низкое напряжение и не догадываются, что причина кроется во временных схемах электроподачи, которые подрядная организация вправе устанавливать только на время строительства объекта. А так выглядит электроподстанция, которая отвечает правилам безопасности и позволила бы обеспечить электроэнергией весь 7-й микрорайон. Правда, пока она не работает. И такие можно встретить и в других микрорайонах МАГАСа. Вот эксплуатацию, к примеру, этого объекта позволило бы решить ряд серьезных проблем. Это и демонтаж открытых-закрытых трансформаторов, а также устранение препятствий, которые угрожают безопасности жителей и портят эстетичный вид столицы. Ну а когда и как могут заработать эти подстанции, выясняли у инженеров МАРСК. Электросети проложены в соответствии с генпланом застройки микрорайонов, построенным Минстроем. На период строительства электроснабжение подведено каждому подрядчику индивидуально. Как объяснили представители компании, при сдаче объекта они должны были переключиться на постоянную схему электроснабжения, чего не сделали по непонятным причинам. Есть подстанция МАГАС, от которого по постоянной схеме построены и сети, и ТП, и линии, и разводящие сети по этим микрорайонам. Но ввиду того, что нету целых кабелей, значит, надо получить разрешительную документацию в органах Ростехнадзора на пусконаладочные на работы 72 часа. Эту работу надо реанимировать и сделать. Это все надо ломать, выкапывать кабели, делать эти кабели, вставлять муфты, убирать обрывы кабельных линий, прозванивать каждый кабель. В общем, так получилось, что дома сданы, а коммуникации не введены в эксплуатацию. Чтобы закрыть этот вопрос и подстанции заработали должным образом, придется провести большой фронт работ Минстрою совместно с Ростехнадзором и администрацией. Ну а пока местные жители вынуждены подвергаться риску из-за халатности и безответственности подрядчиков. Теперь важно, чтобы открытые трансформаторы хотя бы огородили и не угрожали безопасности детей. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24. На 6,6% проиндексированы с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров. Это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. При этом уже в следующем месяце многих пенсионеров ждет очередная индексация. Таким образом, как отмечают в Пенсионном фонде, с 1 февраля будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. Определены 60 категорий граждан, которым полагается ЕДВ. Это, в частности, участники Великой Отечественной войны и инвалиды всех групп. Также с февраля увеличится и стоимость набора социальных услуг. Индексация выплат составит до 3% для ветеранов войны и боевых действий, инвалидов всех групп, а также пострадавших на Чернобыльской АЭС. Наряду с этим на 3 с лишним процента вырастет и размер набора социальных услуг, который составит 1156 рублей. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии на неэпидемическом уровне. По состоянию на конец декабря 2019 года на территории региона против гриппа иммунизировано 92,4% от плана и почти 50% от численности населения. Для обеспечения готовности больниц при массовом поступлении больных в период эпидемии гриппа имеется утвержденный план перепрофилирования соматических коек под инфекционные стационары. Определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций.
А вот уровень заболеваемости братьев наших меньших вызывает опасения. В просторах интернета появилась информация о случаях гибели домашней птицы. По мнению пользователей всемирной паутины, причина кроется в заражении псевдочумой. Как отмечают ветеринары, вируса можно избежать при своевременной вакцинации. Правила и рекомендации для фермеров в сюжете Идриса Ижиева. Домашнее хозяйство есть в каждом втором дворе нашей республики. Коровы, бараны и домашние птицы. Особого ухода к себе последние не требуют. Однако профилактика болезней нужна в любом случае. Известны случаи массового заболевания домашней птицы. Причины, как правило, разные. Куриная болезнь возникает вспышками и в разных местах, поэтому в простонародье ее называют чумой. Подтверждение эпидемии в республике по болезням птиц у нас не зарегистрировано. Есть, конечно, единичные случаи, которые подтверждаются другими болезнями, связанными с паразитоносительством, и другими болезнями, связанными с ларинготрахеитом. Наше птицеводческое хозяйство, которое занимается разведением и доращиванием птиц от суточного возраста, практически здоровы от носителей вируса гриппа птиц, от носителей вируса болезни Ньюкасла, так называемой чумы, ложной чумы птиц. Поэтому мы сегодня не можем констатировать о том, что данное заболевание у нас в республике регистрируется. Вирус так называемой псевдочумы широко распространен в нашем регионе. Как правило, инфекции подвержены курицы, индюки и цацарки. Ветеринары советуют прививать домашнюю птицу самостоятельно, но только после подтверждения ветеринарной клиники. Необходимо соответствующим образом делать профилактические вакцинации птицы, домашней птицы, соответствующей вакциной. В прошлом году была проблема, связанная с отсутствием данной вакцины, с отсутствием этой вакцины у производителей. Но начиная с этого года, буквально с мая месяца, эта вакцина начала поступать, и в торговой сети аптек эта вакцина имеется на распродаже и на продаже поступает. Семью Костоевых фермерами назвать сложно. Однако, как и у большинства жителей, у них есть небольшое хозяйство на заднем дворе. Радимхан Костоева про заболевание псевдочумой слышала, однако сама с этим не сталкивалась благодаря своевременной профилактике. Один укол и о болезни можно не думать. Делать это можно в домашних условиях, не прибегая к помощи ветврачей. Главное знать дозу и последовательность. В связи с информацией распространения псевдочумы такие рейды очень кстати, ведь лучше бороться с болезнью с самого начала. Вакцинировать птицу обязательно, потому что эта болезнь наносит большой ущерб птицеводческим хозяйствам. Переносчиками являются дикие птицы, это голуби, вороны могут быть. Ветеринары призывают жителей проводить профилактику в хозяйстве не реже, чем раз в месяц, а при заболевании животных обращаться к специалистам для комплексного лечения. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Летопись истории рода Кокурхоевых. Выставка под таким названием открылась в Музее краеведения. Восстановить родословную, ссылаясь на исторические факты и исследования кавказоведов, попытались представители рода совместно с учеными. Родовое древо ингушских тейпов – это уникальная историческая ценность, но поиск подлинной информации о предках для потомков сопряжен с определенными трудностями. Об истории рода, фактах и документах, представленных на выставке, репортаж нашего корреспондента. История одной родословной, рассказанная через разные лица, судьбы и фамилии. Представленная в музейных экспонатах, она описана в фотографиях и биографических документах людей, сыгравших и продолжающих играть заметную роль в истории Ингушетии. Это участники различных войн, общественно-политические деятели, духовные лидеры, ученые, спортсмены, врачи, учителя и представители многих других профессий, своим трудом заслужившие авторитет как в роду, так и среди ингушского общества. Возвращение к народным традициям, стремление их сохранить, желание представить самобытную культуру своего народа другим, так или иначе приводит к интересу к своим собственным корням, истории предков. Эта выставка, можно сказать, стала результатом такого любопытства Алихана Калиматова, автора книги «Кукурхой. История, факты, документы». Не было такой задумки или желания такого, чтобы написать об Абреке Зелимхане Харачуевском. И тут нам попадают документы.
что в 1909 году Тейп Кокурхоев пострадал. Невинно пострадали за укрывательство абрека Зелимхана. И закралась мысль. Тут же самый Вахид, Мугарник Климатов, они обратились ко мне и сказали: а ну давай попробуем вот это все, собрать этот весь материал. Ну, получилось то, что получилось. На все это ушло 5 лет. Всего родословной Кукурхоевых писатель посвятил 3 книги. Им использованы археологические сведения, взятые из трудов известных кавказоведов, истории древности и раннего средневековья. В самой яркой форме они описаны именно в книге «Кукурхой. История, факты, документы». Ее автор сегодня подарил в дар Музею краеведения. Мы ее выпустили всего 300 книг. А эти 300 книг в течение недели разлетелись, от них ничего не осталось. Но единственное, вот этому парню одна книга осталась, то, что я дарю в дар ихнему музею, эту книгу. Сама экспозиция состоит из 3 разделов. Мы по зору предпочитаем ссылку. Эти бессмертные слова как раз адресованы одному из них. Немногие знают о трагедии высокогорных сел Кеки-Нилхи, жители которых не изменили древнему закону гостеприимства. Когда даже на требование князя Андроникова выдать скрывающегося у них абрека Зелимхана, имя которого у многих до сих пор на слуху, эти далеко не богатые представители Тейпа Кукурхоевых отказались от всех обещаний и льгот, чтобы не поступиться честью своих отцов. Подтверждение Хадьяда Ачади Сава Бокуян в 1913 году. Там яздышся нашей печатью, заверен до печать твоя победа. Эти другие факты о Тейпе хранит в себе летопись истории рода Кукурхоевых. Весь материал уместить в одну экспозицию не получилось бы даже при всем желании. Однако она будет обновляться, уверяют музейные хранители. Став передвижной, выставка посетит все города и села Ингушетии. Эта вот выставка, она очень много пользы. Во всяком случае, я сегодня очень много пользы извлекла из вот данной встречи. Во-первых, потому что история о Зелимхане, о которой в каждом ингушском доме, наверное, да, о ней слышат, о ней в каждом доме рассказывают с детства нам. Вот. Мы знали, что какой вклад в это внес род Кукурхоевых. История рода Кукурхоевых, как и абсолютного большинства ингушских тейпов, еще не до конца изучена в полной мере. Белых пятен немало. А такие выставки должны стать мотиватором для изучения своей родословной. Ведь в тейпе каждого из нас определенно есть выдающиеся личности, о которых нужно знать, помнить, рассказывать и гордиться. Жрадат Хулухоева, Зелимхан Калуев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Двукратный чемпион мира до 23 лет Ислам Апиев включен в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате Европы 2020. Такое решение принято по итогам выступления ингушского борца на чемпионате страны, где Апиев накануне завоевал серебро. Всего в состав национальной команды на чемпионат Европы вошли 7 чемпионов России по греко-римской борьбе 2020 года и 3 серебряных призера турнира. В предстоящих состязаниях примут участие все чемпионы страны, кроме весовых категорий до 77, 87 и 130 килограммов. Отметим, что чемпионат Европы 2020 года по 3 стилям борьбы среди взрослых стартует 10 февраля в Риме и продлится до 16 февраля.
В продолжении темы спорта высокая мотивация, своевременные тренировки и огромное желание побеждать. В Ингушетии набирает популярность художественная гимнастика. Юных спортсменов готовят в Академии по спортивной гимнастике в Насыркорте. Возможность укрепить здоровье, закалить характер при должном усердии и зайти на победный пьедестал им помогают опытные наставники. За тренировкой наблюдала Светлана Томова. Кажется, маленькому Абу-Бакру каждое упражнение дается легко, но чтобы добиться идеальной осанки, хорошей растяжки, юному гимнасту пришлось приложить немало сил. Мальчик занимается гимнастикой уже 1,5 года. За это время он успел завоевать не одну медаль на многих соревнованиях. На батуте сальто делаю, на перекладине подтягивание, на брусе отжимания 15 раз и на кольце махи. Я получаю первую медаль. У меня есть... Я одну получил в Дагестане, одну в Нячике. В следующий раз мы пойдем в Москву. Я хочу увидеть себя чемпионом. Занятия гимнастам даются нелегко, особенно новичкам, которые сейчас проходят через боль и слезы. Труднее всего, как правило, разучивается растяжка, но результат все же есть. Шаг за шагом все получается. А эмоции, считают тренеры, это только в начале. В Академии по спортивной гимнастике занимается около 500 детей. Каждый день в спортзале осваивает основные азы – 4 группы 6 дней в неделю. Здесь упражняется на гимнастических снарядах, батуте и в опорных прыжках. Также проходят занятия по акробатике и паркуру. Но без сложностей, конечно же, не обходится, признается тренер. Все зависит от возраста. Конечно, когда ты с малышами работаешь, все вот эти капризы, слезы, естественно, приходится это преодолевать. Говоря о своей работе, я довольно-таки стараюсь это аккуратно делать, чтобы и результат был, и детям не совсем больно. И как бы к этому приходим постепенно, не сразу. Главный тренер по спортивной гимнастике Исмаил Яндиев, который может поделиться немалым опытом в спортивном направлении. Цели, которые ставят перед собой тренеры, изначально не меняются. Они намерены добиться хороших результатов на всех спортивных мероприятиях. Главная наша задача – это оздоровление наших детей, это развитие гимнастики, развитие спорта в целом. И вот мы шаг за шагом идем к этой цели. То есть глобальная такая задача. Потенциал у наших детей огромный, потому что у нас вот есть 2 сборные команды, основная и резервная. То есть там достаточное количество детей, и всех их мы готовим к большим наградам, к большим выступлениям. И количество таких детей с каждым днем увеличивается, потому что к нам записываются все новые и новые дети, и мы в них уже видим потенциальных хороших спортсменов, и мы над этим работаем. Дети есть, главное работать и развиваться, что мы и делаем. Благодаря своему желанию и усердию юные гимнасты доказали, что любые победы могут быть по плечу, а труды их тренеров не напрасны. Новое поколение гимнастов уже подрастает, и, возможно, их имена зазвучат на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.